Волгоградская поселковая больница, которая после вмешательства Владимира Уйба снова заработает в круглосуточном режиме, будет рассчитана на 20 коек. По стандарту оказания медицинской помощи в ней закрепят одного терапевта и 5 медсестер, сообщает Минздрав региона. После поступления обращений граждан, исполняющий обязанности главы, побывал на месте в июне, обратив внимание, что здание начало ветшать, да и явно нарушается тут право граждан на доступную помощь. Стационар был закрыт в связи с оптимизацией. Так вот, 29 августа стационар заработает вновь в круглосуточном режиме. Об оптимизации сложившейся системы стало известно в ноябре 2018 года. Тогда Общественный совет при ведомстве поддержал перевод обслуживания пациентов из Варгашора на базе города. Это примерно в 25 километрах. Аргументами в пользу решения тогда стали отсутствие квалифицированных кадров, резкое сокращение количества жителей поселка и неиспользуемые площади, которые, как следствие, означали и высокие затраты на коммуналку. Однако экстренная помощь в поселке никуда не исчезала. Впрочем, позже общественники все же признали, что многие моменты тогда не были учтены, а именно специфика местности. Наши погодные условия, а мы знаем, что иногда по 3 суток нет связи с Варгашором у города. Значит, мы высказали сомнения в корректности такого решения, особенно относительно хирургического отделения. Руководители города поддержали нас в этом нашем замечании. Мы думаем, что в окончательном виде наше мнение будет учтено. Также важный момент – возвращаться к жизни. Варгашорская больница будет этапами, здание ждет ремонт. До завершения всех работ экстренную помощь население будет получать в помещениях стационара и на базе подстанции скорой. В дальнейшем наряду с круглосуточным терапевтическим отделением в составе больницы будут работать палата интенсивной терапии, амбулаторно-поликлиническое отделение, травмпункт, дневной стационар, а также детская поликлиника. Таким образом, весь комплекс услуг будет в одном здании.